Мы предлагали провозгласить право на жизнь безусловным и неотъемлемым. Эта новелла нашла отражение в редакции проекта статьи 15 Конституции. В принципе, и это можно было бы посчитать неплохим результатом. Однако, если помните, мы просили, насколько это возможно, абсолютизировать право на жизнь. Да, одно дело попытаться приблизиться к идеалу, и совершенно другое – без всяких условностей, без оговорок, спецковенантов и прочих вещей, просто взять и признать это право абсолютным, раз и навсегда. Вне всяких сомнений, многие именитые эксперты, в том числе международные, сказали бы «браво». Зацементировав абсолютность высшей ценности в Конституции, а не в законах или даже кодексах, мы всему миру демонстрируем необратимость принятого решения. Полностью абсолютизировав право на жизнь, государство не только бесповоротно отказывается от смертной казни, но и будет безоговорочно защищать саму суть этого права. А это гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Теперь уже не по отраслевым законам, а в силу Конституции, например, обязаны спасать жизнь при той же аварии, лечить при болезни, защищать при нападении и так далее. То есть это не просто политико-правовое решение. В этом есть еще и глубокий социальный смысл и даже компонент безопасности граждан. На это способно только зрелое государство. Поддержано также предложение о переносе в раздел фундаментальных прав человека основополагающих гарантий на справедливый суд. Речь идет о таких базовых столпах, как запрет на самообвинение, недопустимость повторного наказания, признание виновности до решения суда. Я уже об этом наговорил на прошлом заседании, поэтому повторяться не буду. Закрепляя эти принципы именно среди основных прав человека, мы на самом деле отражаем в Конституции наши национальные ценности и даже исторический опыт. Они были издревле присущи казахскому народу еще со времен суда Биев, уже тогда решавших споры именно по этим канонам.